Одним из наиболее частых вопросов начинающих интернет-предпринимателей, да и тех, кто хочет снимать видеоролики просто для себя, является выбор оборудования для видеосъемки. На что лучше снимать видео? Смартфон, видеокамера или фотоаппарат? Или планшет? Какую модель выбрать, чтобы не платить слишком много? На что обратить внимание при покупке? Итак, с вами снова Антон Преклонский, автор обучающей программы «Видеомастер», и мы начинаем охоту на фотоаппарат. Так, на работе все в порядке, и времени у меня свободного больше, чем достаточно. Чем бы мне заняться? Буду видео снимать. Точно. Стану блогером. Нет, стану интернет-предпринимателем. Открою свой интернет-магазин и буду снимать видеопрезентацию товара. Или нет, научусь снимать видос и стану по свадьбам и корпоративам ходить. Снимать и зарабатывать. Или вообще буду на заказ снимать все подряд. Заработаю свободное от работы время. Блин, меня снять не на что. Да и дорого все это, наверное. А если недорого, то что лучше? Зеркалка. Телефон. Мыльница. Планшет. Что-то я совсем запутался. Не знаю, что лучше. Действительно, достаточно сложно определиться с выбором устройства для съемки видео. Да и вопрос этот требует достаточно детального подхода. Так что раскрыть его в одном ролике не получится. Ну что ж, разрежем слона на бифштексы. Мы с вами снова находимся в одном из магазинов сети супермаркетов цифровой техники DNS и охотимся на фотоаппарат. Почему мы начали разговор с фотоаппаратов? Ведь логичнее видео снимать на видеокамеру. Досмотрите до конца это видео, и вам станет гораздо понятнее. В настоящее время рынок насыщен огромным выбором различных моделей фотоаппаратов. Поэтому обычному пользователю без изучения дополнительной информации сложно разобраться во всем этом. Постараюсь внести ясность. Фотоаппараты разделяются на следующие категории. Компактные камеры. Их стоимость варьируется от 6 до 60 тысяч рублей. Фотоаппараты со сменной оптикой, беззеркальные. Стоят такие камеры от 20 до 150 тысяч рублей. Зеркальные фотоаппараты. Стоимость зеркалок от 20 до 200 тысяч рублей. Существуют еще фотоаппараты моментальной печати, как раньше, полароиды, помните? Вещь, конечно, классная, особенно в подарок, но видео она не снимает, поэтому и рассмотрим их в другом выпуске. Итак, остановимся на ключевых моментах каждой категории. Компактные камеры, проще говоря, мыльницы. Это самый распространенный фотоаппарат, и имеется он практически в каждой среднестатистической советской семье. Если ваш бюджет ограничен и вы неприхотливы к качеству видео и не собираетесь заморачиваться с ручными настройками, то можете приобрести такой. А в качестве примера я приведу Canon Digital Xus 160. Камера не самая дешевая и далеко не из дорогих. Но она очень компактная, вы можете свободно ее положить в карман, и помимо того, что она снимает фото, она снимает и видео. На корпусе камеры присутствует гнездо для крепления к штативу. Имеется электронный стабилизатор, так что при съемке с рук сотрясания камеры будут немного сглаживаться. Камера имеет оптическое 8-кратное увеличение. Ну и в качестве видеоискателя выступает электронный дисплей. Немного неудобно, правда, при ярком свете. Качество видео HD, самое распространенное разрешение в настоящий момент. А из минусов: вы не сможете подсоединить внешний микрофон. Не сможете подключить его к компьютеру напрямую, так как отсутствует USB-разъем. Из-за небольшого размера матрицы качество съемки не очень высокое. Беззеркалки или камеры со сменной оптикой набирают популярность в последнее время. Они очень компактны, они позволяют менять объективы, что расширяет границы вашего творчества. Правда, чтобы запастись коллекцией объективов, нужно немного подкопить. В качестве примера приведем камеру Samsung NX3030. Стоимость ее на момент съемки этого видео 19 900 отечественных рублей. Преимущество этой камеры: как я уже говорил, это компактность. Удобно для путешественников. Камера имеет поворотный дисплей, что позволит снимать себя без посторонней помощи. Удобно для блогеров. Размер матрицы 23,5 на 15,7 мм, что почти в 4 раза больше мыльницы. Естественно, качество съемки будет на порядок выше. В качестве видеоискателя выступает 3-дюймовый ЖК-экран. Присутствует автофокусировка по лицу, что очень удобно, когда нет помощника. Имеются предустановки цветовых настроек,
из интерфейсов HDMI позволит напрямую подключиться к телевизору и просматривать ваши видео. USB для подключения к компьютеру и Wi-Fi для беспроводного соединения. Качество съемки Full HD. Имеются полностью ручные настройки всех параметров. Из недостатков отмечу не очень мощный аккумулятор, время записи видео 20 минут, после чего запись прерывается. И отсутствует возможность подключить внешний микрофон. Также отсутствует стабилизация при видеосъемке, поэтому снимать лучше со штатива. Ну и дорогостоящие сменные объективы. На этом, пожалуй, остановлюсь. Конечно, существуют полнокадровые без зеркалки. Стоят они от 100 тысяч рублей, и качество съемки, безусловно, у них превосходное. Ну и, наконец, рассмотрим самые распространенные фотоаппараты среди видеографов. Это зеркальные камеры DSLR. В настоящий момент я веду съемку на свой старенький Canon 550D, производство которого уже давно приостановлено, и ему уже более 7 лет. Но он еще прекрасно себя чувствует, хотя к качеству съемки я уже начинаю предъявлять претензии. Для примеров я представлю вам Canon 600D. Это не самая дешевая камера, но самая популярная на текущий момент. А на момент съемки она стоит 31 тысячу рублей. Размер матрицы чуть меньше, чем у предыдущей камеры, но качество съемки от этого не страдает. Фотоаппарат имеет оптическую стабилизацию, соответственно, это немного сгладит дрожание рук. А помимо предустановок для съемки присутствуют полностью ручные настройки, что позволит вам наиболее творчески проявить себя. Помимо 3-дюймового ЖК-экрана имеется видоискатель. Так что можно не бояться солнечного света. Формат видеосъемки Full HD. Имеется гнездо для микрофона и гнездо для наушников. Из минусов слабый аккумулятор, габариты и вес фотоаппарата в дамскую сумочку не положишь. А отсутствие автофокусировки по лицу. Очень неудобно при съемке без помощника. Итак, давайте представим, что вы начинающий видеоблогер. И подведем итоги всему вышесказанному. Для того, чтобы ваши видео были качественнее и снимать их было удобно, комфортно, вам нужно обратить внимание на следующие моменты. Габариты и вес фотоаппарата, емкость аккумулятора, наличие автофокусировки по лицу, размер матрицы и светочувствительность объектива, наличие поворотного экрана, гнездо для микрофонного входа, возможность ручных настроек съемки. Вот, пожалуй, и все. Так что выбирайте свой фотоаппарат, ставьте лайки этому видео, если оно было для вас действительно полезным. Обязательно поделитесь им с друзьями, подписывайтесь на мой канал, ищите меня в социальных сетях и до встречи в следующем видео, где мы с вами продолжим охоту на